Религиозный сайт «Путь истины» существует уже год. За это время он стал известным ресурсом на просторах чеченского интернета, чему в немалой степени способствует постоянная работа редакции сайта. В ней 5 человек. Каждый день они обновляют и без того богатое содержание страницы. Это аудио- и видеопроповеди, программный софт, помогающий в изучении ислама, и большая медиабиблиотека. Все это можно найти на страницах сайта, однако наиболее живая, то есть онлайновая рубрика – это вопросы и ответы. По итогам 2009 года интернет-ресурс получил премию конкурса «Золотой сайт Ченета». Даже просто внешне сайт «Путь истины» производит отличное впечатление, что говорит о хорошей работе веб-дизайнеров. Примерно хиджаб лучший. Сон картинг дагдо, так дагде час или сегод ищ на эту тему Коран айт хадис айт о توصل حدا تقدو إبراهيم بوفوز ناوس بولبيش أوشين واحد ولا يش سن فانتازي ديكويو تحسن أتخوف توشين بولبيش. С каждым годом чеченских интернет-страниц становится все больше, даже подсчитать их приблизительное количество пока невозможно, однако своим содержанием внимание заслуживают, увы, немногие. В глобальной паутине сегодня можно найти сайты наших периодических изданий, например, газеты «Вести Республики» или журнала «Нано». Вещает в сети и наш телеканал «Грозный», есть даже национальный аналог популярного видеохостинга YouTube. Если существует общий мировой хостинг YouTube, зона .ru включает в себя Рутуб, то есть у нас есть Вайтуб, это двойнахский видеохостинг, и чего практически нет у других регионов. То есть мы в этом плане даже опережаем некоторые другие регионы. Более того, у нас вот-вот должна появиться своя национальная социальная сеть по типу Одноклассников, ВКонтакте. Вайсеть, именно так решили назвать чеченскую социальную сеть. Задача Лемы Гудаева, кроме прочего, следить за тенденциями в электронных СМИ. По его словам, каждый его день начинается и заканчивается просмотром публикаций в интернете, посвященных республике. Отсюда и свои собственные выводы. Вот я как-то и говорил, что интернет все равно, что нож. Ножом можно резать хлеб, можно и убить человека. Точно так же. А интернет может быть благом, может быть и злом. Один из недостатков, характерных для России в целом, это так называемое неглубокое проникновение, когда пользуешься интернетом, но не имеешь достаточной скорости, чтобы загружать или скачивать файлы большого объема. В первую очередь это связано с нестабильным соединением в регионе. Провайдеры эту проблему пытаются решить. К примеру, в Войнах Телекоме уже разрабатывают план внедрения новейшей технологии LTE. Это беспроводной доступ через модем, скорость которого составит рекордные 70 мегабит в секунду. С внедрением LTE у нас будет доступно практически на 100% самые удаленные наши там, и горные районы. То есть покрытие будет 100% по всей Чеченской Республике. Если истории российского интернета только 20 лет, то чеченский сегмент всемирной паутины вообще только развивается. Правда, как говорят эксперты, процесс этот идет довольно активно. Есть даже идея создания собственного домена с говорящим окончанием «че». Наиболее предприимчивые владельцы интернет-сайтов уже сейчас склоняют адреса в знакомые комбинации. Например, Нохчеву, Чинет или Вайтюб. Это уже бренд, пусть и знакомый только тем, кто знает чеченский язык. Амзат Батукаев, Муса Хасиев. Новости.